Ну, хотелось бы начать с того, что год сложился достаточно необычно для нас, потому что многие мероприятия официальные, в том числе первенство России, Европы, мира среди детей, чемпионат Европы и чемпионат мира среди мужчин и женщин также были отменены ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации. Также мы не провели чемпионат Бурятии и первенство Бурятии среди детей. Но, наверное, из всего нужно извлекать какие-то плюсы, и мы очень хорошо сумели адаптироваться, играя в онлайне. В онлайн-турнирах у нас очень хорошие результаты показал Эрдем Хубукшанов в 2020 году. Он выиграл очень сильный круговой турнир всероссийский. Этот турнир являлся отбором к первенству мира. Занял первое место в последнем туре, выиграл рейтинг фаворита, там, многократного чемпиона мира, Европы и России. В последнем туре Эрдем выиграл очень важного соперника, они как бы вдвоем конкурировали в этом турнире, и вот последняя победа принесла победу и в турнире. Далее он отобрался на континентальный отбор, вышел европейский, там также уверенно поделил с 1 по 3 место, что дало ему возможность участвовать в первенстве мира, уже, который проходил в онлайне. Эрдем играл в онлайне, но при этом он участвовал в Москве в командном турнире, получается, в мемориале Ботвинника. И утром он играл партии в мемориале Ботвинника, и вечером он играл в онлайне. В 1/8 финала он встретился с сильным соперником, имея там счет 1-1, они играли в Армагеддон. Армагеддон — это такая игра, где обязательно должен быть проигравший либо победитель. Белым, как правило, ставится на 1 минуту больше, черным ставится на 1 минуту меньше. В случае ничьей или победы черных соперник, играющий черными, проходит дальше, и белые только в случае победы проходят, получается, дальше. У него была абсолютно выигранная позиция, но здесь как раз-таки большой фактор в онлайн-шахматах имеет это то, что возможны технические сбои. И вот случился такой сбой с интернетом, и в итоге Эрдем просрочил время в абсолютно выигранной позиции. Также хотелось бы отметить, что наши ребята, очень многие выиграли различные всероссийские онлайн-турниры. Это и Алдар Тыхиев, и Рома Самбелов, и Намина Дармаева, и Соня Унгаева. Мы как бы адаптировались, конечно, к новому. То есть мы адаптировались к онлайну, но все равно хотелось бы отметить, что онлайн он не заменяет настоящих вот этих живых шахмат, потому что нет той психологической борьбы, плюс контроль обычно в онлайн-шахматах он сокращен, потому что есть вероятность того, что шахматист может применить какие-то компьютерные подсказки, но это называется читерство. И поэтому как бы все равно, несмотря на то, что мы хорошо адаптировались в онлайн-шахматах, мы до конца не компенсировали обычные шахматы, получается. Там в основном же, получается, одни дети, да, вот на этих турнирах. Взрослых же турниров онлайн не было, или были они там? Хотелось бы, кстати, отметить то, что проходил Левитов час кап, в нем принимал участие у нас Жумсаран Цыдыпов, он прошел очень сильный такой отбор, как раз-таки в быстрые шахматы. И чемпион мира это он выиграл? Да, он выиграл в первом матче 14 чемпиона мира Владимира Крамника со счетом 3-4. Я тоже брала комментарий небольшой у Жумсарана, он был очень так серьезно настроен на победу, поэтому благодаря где-то настрою, подготовке спортивной, там шахматной, он очень так убедительно выиграл. Крамник, конечно, был в шоке, он не ожидал, что вот такой вот неизвестный, для него, получается, неизвестный гроссмейстер, выиграет с таким вот большим счетом в этом матче. Мы-то знаем, потому что у нас Жумсаран уже выиграл в 2019 году в чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу таких сильнейших шахматистов мира, как Яна Непомнящего, Александра Грищука. В ничью сыграл с Накамура, выиграл 15-го чемпиона мира Вишванатана Ананды. И еще большое количество хороших побед одержал. Хотелось бы отметить, что его остановил в этом турнире только Магнус Карлсон, действующий чемпион мира 16-й, который в итоге и стал чемпионом. Это, по сути, уникальный такой результат, да? Да. Если говорить о состоянии нынешнем, шахмат, идет сокращение, произошло сокращение бюджета, по какой причине это случилось, то есть 3 раза сократился бюджет, и при этом уже каких-то запланированных стартов, наверное, не будет, да? Как планируете следующий год из-за этой ситуации?
Ну да, действительно, бюджет в 2020 году у нас был в 3 раза больше, а именно 3 миллиона 884 тысячи. И на 2021 год, получается, у нас бюджет 1 300 000. Ну, практически в 3 раза действительно сократили. Из них там на спорт высших достижений остался 1 миллион, и 300 тысяч осталось на местные турниры, на проведение местных турниров. Действительно, год прошлый выдался достаточно сложным, и 2021 год тоже будет достаточно сложным, и ввиду этого дефицит бюджета на этот год составляет 4,5 миллиарда. Мы понимаем, что очень много важных вопросов и моментов, которые нужно решать посредством бюджета. Ну и хотелось бы отметить то, что шахматы — это очень такой сложный интеллектуальный вид спорта, и кроме того, что мы посредством шахмат завоевываем какие-то звания, какие-то различные медали и победы, хотелось бы отметить, что шахматы являются очень таким важным, мощным инструментом для развития человеческого капитала, потому что шахматисты, они, как правило, очень обучаемые и способные ребята. Поэтому хотелось бы отметить, что, поддерживая шахматы, мы поддерживаем и экономику знания в будущем. Большое количество людей умеет играть в шахматы, Тем более, что это разный возраст, это с детей, пенсионеров, там, людей старшего возраста. То есть это очень много. Несколько лет назад мы проводили опросы и пришли к выводу, что школьники, ну, получается, среди школьников примерно 35 тысяч человек умеют играть в шахматы. И Ну вот в этом году мы говорили про планы, в этом году все-таки какие соревнования планируются, куда именно ребята будут выезжать, где взрослые, дети, где они будут участвовать, как это планируется? ну вот если вернуться к нашему бюджету, 1 миллион на спорт высших достижений. Также хотелось бы отметить, что в 2020 году и в 2019 году, ввиду там отмены первенства России, у нас рекордное количество человек в 2021 году поедет на первенство России. Это 14 человек, это впервые, наверное, за всю историю бурятских шахмат сразу столько детей прошли отбор. Ну и, соответственно, мы должны их всех отправить. Это примерно там треть, наверное, нашего вот этого бюджета уже уйдет на то, чтобы детей отправить. Плюс чемпионаты Дальнего Востока, первенство Дальнего Востока. А для того, чтобы, например, расти таким сильным шахматистом, сборником, как РДМ, необходимо где-то 8-10 турниров в году. То есть один турнир — это обычно 10 дней в классические шахматы, и большие требуются затраты. Поэтому вот, плюс Жамсаран, например, тоже хотелось бы отметить, в 2019 году он, когда стал международным гроссмейстером, он полностью финансировался за счет спонсорских средств, которые выделял Валерий Бурбуевич Доржиев. Это выходило в среднем там, от 500 до 700 тысяч в год. Хотелось бы, пользуясь случаем, поблагодарить, конечно, Валерия Бурбуевича за поддержку шахмат и всего спорта в целом в республике. Ну и когда Жамсаран стал международным гроссмейстером, соответственно, финансирование прекратилось. То есть задача была выполнена, он стал гроссмейстером, но тем не менее ему нужно обязательно расти, чтобы достичь уровня 2600 рейтинга, ЛО, потом 2700, ну и так далее, чтобы выигрывать чемпионов мира, да, уже там, таких как Рамника и Ананда, и при этом, чтобы это было нормой. И хотелось бы отметить, что мы будем работать над тем, чтобы увеличить и бюджетное, и внебюджетное финансирование, в том числе будем работать со спонсорами и участвовать в грантах.